Кто зажигает новую звезду на вторую ночь, боясь, что Анастасия снова подсунет мне для согрева свою медведицу или еще что-нибудь вытворит? Я категорически отказался вообще ложиться спать, если она сама не ляжет рядом, думал. Если рядом будет, ничего не вытворит, и сказал: в гости пригласила, называется, домой к себе. Я считал, здесь постройки хоть какие-то имеются, а ты даже костер развести не даешь, зверюк ночью подсовываешь. Если нет у тебя нормального дома, так нечего и в гости приглашать. Хорошо, Владимир, не волнуйся, пожалуйста, и не бойся, ничего плохого с тобой не случится. Если ты желаешь, я лягу рядом и согрею тебя. В этот раз в берлоге землянки было набросано еще больше кедровых веточек, аккуратно уложенной сухой травы. Стены тоже были утыканы веточками. Я разделся, положил под голову брюки и свитер, лег, укрывшись курткой. Кедровые веточки истощали тот самый фитонцидный аромат, о котором в научно-популярной литературе говорилось, что этот аромат обеззараживает воздух. Хотя в тайге воздух и так чист, дышалось им легко. Сухая трава, цветы добавляли еще какой-то необыкновенно тонкий аромат. Анастасия сдержала слово и легла рядом со мной. Я почувствовал, что аромат ее тела превосходит все запахи. Он был приятнее самых изысканных духов, запах которых я когда-нибудь ощущал от женщин, но теперь у меня и мысли не было овладеть ею. После той попытки на пути к полянке Анастасии, нахлынувшего тогда страха и потери сознания, у меня больше не возникало плотских желаний. Даже когда я видел ее обнаженной, я лежал и мечтал о сыне, которого мне так и не родила жена, и подумал: вот было бы здорово, если бы родился мой сын от Анастасии. Она такая здоровая, выносливая и красивая. Ребенок тоже, значит, был бы здоровым, похожим на меня и на нее пусть, но больше чтоб на меня. Станет он сильной и умной личностью, знать много будет, станет талантливым и счастливым. Я представил своего сына-младенца, прильнувшим к соскам ее груди, и непроизвольно положил руку на упругую и теплую грудь Анастасии. Сразу по моему телу пробежала дрожь и тут же прошла. Но это была не дрожь страха, а другая, необычайно приятная. Я не отдернул руку, а лишь, затаив дыхание, ждал, что произойдет дальше. И тут почувствовал, как на мою руку легла мягкая ладонь ее руки. Она не отстраняла меня. Я приподнялся и стал смотреть на прекрасное лицо Анастасии. Белая северная ночь делала его еще более привлекательным. Невозможно было оторвать взгляда. Ее серо-голубые глаза ласково смотрели на меня. Я не удержался, наклонился и, слегка прикоснувшись, быстро и осторожно поцеловал ее приоткрытые губы. Снова по телу пробежала приятная дрожь. Мое лицо
обволакивал аромат ее дыхания. Ее губы не произнесли, как в прошлый раз: «Не надо, успокойся». И совсем не было страха. Мысли о сыне не покидали меня, и когда Анастасия нежно обняла меня, погладила по волосам и подалась ко мне всем телом, я почувствовал нечто такое. Лишь только проснувшись утром, я смог осознать, что такого великолепного ощущения, блаженного восхищения и удовлетворения я ни разу в жизни не испытывал. Странным было еще и то, что после ночи, проведенной с женщиной, всегда наступает физическая усталость. Здесь же все было иначе. Еще создавалось ощущение какого-то великого сотворения. Удовлетворение было не только физическим, но еще и каким-то непонятным, неведомым ранее, необыкновенно прекрасным и радостным. У меня даже мелькнула мысль, что только ради такого ощущения стоит жить, и почему раньше даже близко ничего подобного не испытывал, хоть и были женщины разные, и красивые, и любимые, и опытные в любви. Анастасия была девушкой трепетной и ласковой девушкой, но при этом что-то еще было в ней, не присущее ни одной женщине из тех, которых я знал. Что? Где она сейчас? Я подвинулся к лазу в уютную берлогу-землянку и, высунувшись, посмотрел на поляну. Поляна находилась чуть ниже расположенной на возвышении ночной обители. Ее покрывал полуметровый слой утреннего тумана. В этом тумане, раскинув руки, кружилась Анастасия. Она приподнимала вокруг себя облачко из тумана, и когда оно окутывало ее всю, Анастасия, легко подпрыгнув, вытягивая ноги в шпагат, как балерина, пролетала над слоем тумана, опускалась на новое место и снова, смеясь, кружила вокруг себя новое облачко, через которое пробивались, лаская Анастасию, лучи восходящего солнца. Эта картина очаровывала и восхищала, и я закричал от избытка чувств: «Анастасия! С добрым утром, прекрасная лесная фея Анастасия!» «Доброе утро, Владимир!» — весело закричала она в ответ. «Так хорошо, так прекрасно сейчас! Отчего это?» — кричал я, что есть силы. Анастасия подняла руки навстречу солнцу, засмеялась своим счастливым, манящим смехом, нараспев прокричала в ответ мне и еще кому-то вверху: «Только человеку из всех существ во Вселенной дано испытать такое! Только мужчине и женщине, искренне пожелавшим иметь друг от друга ребенка, только человек, испытывающий такое, зажигает на небе звезду. Только человеку, стремящемуся к созданию и созиданию. Спасибо тебе!» И, повернувшись только ко мне,
быстро добавила: «Только человеку, стремящемуся к созданию и созиданию, а не к удовлетворению своих плотских потребностей». Она снова заливисто засмеялась, высоко подпрыгнула, вытянулась в шпагат, словно взлетев над туманом. Потом она подбежала, села рядом со мной у входа в ночную обитель и начала расчесывать пальцами свои золотистые волосы, поднимая их снизу вверх. «Значит, ты не считаешь секс чем-то греховным?» – спросил я. Анастасия замерла, удивленно посмотрела на меня и ответила: «Разве это было тем сексом, который в твоем мире имеют в виду под этим словом? И если нет, то что более греховно отдаться, чтобы появился на свет человек, или воздержаться и не дать человеку родиться, настоящему человеку?» Я задумался. Действительно, ночную близость с Анастасией невозможно было назвать привычным словом «секс». Так что же тогда произошло ночью? Какое слово здесь подходит? И я снова спросил: «А почему раньше ничего подобного, даже близко у меня, да, думаю, и у многих других, не происходило?» «Понимаешь, Владимир, темные силы стремятся развить в человеке низменные плотские страсти для того, чтобы не дать ему испытать подаренной Богом благодати. Они всевозможными способами внушают, что удовлетворение можно с легкостью получить, думая лишь о плотском удовлетворении, и тем самым уводят человека от истины. Бедные обманутые женщины, не знающие об этом, всю жизнь принимают одни страдания, всю жизнь ищут утерянную благодать, не там ищут. Никакая женщина не сможет удержать мужчину от блуда, если сама позволит себе отдаться ему ради удовлетворения только плотских потребностей. Если такое произошло, то жизнь их совместная не будет счастливой. Их совместная жизнь – иллюзия совместности, ложь, условностями принятый обман, ибо и сама женщина сразу же становится блудницей, вне зависимости от того, замужем она за этим мужчиной или нет. О, сколько человечества наизобретало законов, условностей, пытаясь искусственно укрепить этот ложный союз, законов и духовных, и мирских. Все тщетно. Они лишь играть заставляли человека, подстраиваться под них и лишь изображать существование союза. Внутренние помыслы всегда оставались неизменно и не подвластны никому и ничему. Иисус Христос увидел это, и тогда Он, пытаясь противостоять им, сказал: «Тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Потом вы в своем недалеком прошлом пытались заклеймить позором покидающего семью, но ничто, ни в какие времена, ни в каких ситуациях не могло остановить желание человека искать интуитивно ощущаемую благодать, великое удовлетворение, упорно искать. Ложный союз страшен. Дети,
Понимаешь, Владимир, дети, они ощущают искусственность, лживость такого союза и ставят под сомнение дети все, говоримое родителями. Дети подсознательно ощущают ложь уже в зачатии своем, и им плохо от этого. Скажи, ну какой человек захочет появиться на свет вследствие лишь плотских утех? Каждый хотел бы быть сотворенным в великом порыве любви, стремлении именно к сотворению, а не являться на свет как следствие плотских утех. Вступившие в ложный союз потом будут искать истинного удовлетворения в тайне друг от друга, будут стремиться обладать все новыми и новыми телами или использовать обыденно и обреченно только свои тела, лишь интуитивно осознавая, что все дальше уходит от них истинная благодать истинного союза. Анастасия, подожди, неужели так обречены мужчина и женщина, если первый раз у них просто секс случился? Неужели нет возврата, возможности исправить положение? Есть возможность. Я теперь знаю, что делать, но где, какие слова найти, чтобы выразить словами? Я все время ищу их, слова такие, в прошлом искала и в будущем не нашла. Может быть, рядом они совсем, и вот-вот появятся, родятся новые, способные достучаться до сердца и разума слова. Новые слова о древней истине первоистоков. Да, ты не очень расстраивайся, Анастасия. Скажи пока теме, что есть, словами, как бы примерно, что еще такое нужно для истинного удовлетворения помимо двух тел. Осознанность, обоюдное стремление к сотворению, искренность и чистота стремления. Откуда тебе все это известно, Анастасия? Об этом не только мне известно. Суть пытались пояснить людям просветленные Велес, Кришна, Рама, Шива, Христос, Магомед, Будда. Ты что же, читала о них? Где? Когда? Я о них не читала. Я просто знаю, что они говорили, о чем думали, чего хотели. Значит, просто секс, по-твоему, это плохо? Очень плохо. Он уводит человека от истины, разрушает семьи. В никуда уходит огромнейшее количество энергии. Так почему же тогда столько разных журналов выпускается с обнаженными женщинами в эротических позах, фильмов с эротикой и сексом, и все это пользуется большой популярностью? Спрос рождает предложение. Ты что же, хочешь сказать, что наше человечество совсем дурное? Человечество не дурное, но механизм темных сил, затмевающий духовность, вызывающий низменную плотскую похоть, это очень сильный механизм. Он приносит много бед и страданий людям. Действует он через женщин, используя их красоту. Красоту, предназначение которой зарождать и поддерживать в мужчине дух поэта,
художника, творца. Но для этого сама женщина должна быть чиста. Если нет достаточной чистоты, возникает попытка привлечь мужчину прелестями плоти, внешней красивостью пустого сосуда, тем самым обмануть его и неизбежно за этот обман самой страдать всю жизнь. Так что же тогда получается? Человечество за тысячелетия своего существования не смогло побороть этот механизм темных сил? Он, значит, сильнее человека. Не смогло побороть, несмотря на призывы, как ты говоришь, духовных, просветленных. Значит, его просто невозможно побороть. А может, и не нужно? Нужно, обязательно нужно. Кто же это может сделать? Женщины, сумевшие понять истину и свое предназначение, тогда и мужчины изменятся. Да нет, Анастасия, вряд ли. Нормального мужчину всегда будут возбуждать красивые женские ноги, грудь, особенно когда в командировке или на отдыхе вдалеке от своей подруги оказываешься. Так все устроено, и никто ничего здесь не изменит, не сделает по-другому. Но я же с тобой сделала? Что ты сделала? Теперь ты не сможешь заниматься этим пагубным сексом. Страшная мысль, словно током ударила меня, стала изгонять прекрасное чувство, рожденное ночью. Что ты сделала, Анастасия? Что? Что же? Теперь импотент? Наоборот, ты теперь настоящим мужчиной стал. Только обычный секс тебе будет противен. Он не принесет того, что испытал ты. А испытанное тобой возможно только в случае желания иметь ребенка, и чтобы женщина желала от тебя того же, любила тебя. Любила, да при таких условиях за всю жизнь всего несколько раз и может произойти. Этого достаточно, чтобы всю жизнь быть счастливым. Уверяю тебя, Владимир. Ты поймешь, почувствуешь позднее. Вступают люди и по многу раз, лишь плотью в связь. Они не знают, что истинного удовлетворения, используя лишь плоть свою, познать никто не сможет. Мужчина, женщина, во всех соединившись планах бытия, в порыве вдохновения светлого, в стремлении к сотворению, великое испытывают удовлетворение. Создатель только человеку дал познать такое. Не мимолетно удовлетворение это, и с плотским его сравнить нельзя. Надолго ощущение о нем храня, все планы бытия счастливым сделают тебя и женщину, способную родить по образу, подобию Создателя творения. Анастасия протянула свою руку в мою сторону и попыталась подвинуться. Я быстро отскочил от нее в угол землянки и крикнул: «Освободи выход по-хорошему!» Она встала, я вылез наружу.
попятился от нее на несколько шагов. Ты лишила меня, может быть, главного удовольствия в жизни. К нему все стремятся, о нем все думают, только не все вслух говорят. Иллюзия, Владимир, эти удовольствия. Я помогла тебе избавиться от страшного, пагубного и греховного влечения. Иллюзия, не иллюзия, все равно, всеми признанное удовольствие. Не вздумай избавлять меня от других, как тебе кажется, пагубных влечений, а то выберусь отсюда ни с женщинами пообщаться, ни выпить, ни закусить, ни покурить. Непривычно такое для большинства в нормальной жизни. Ну что же хорошего в выпивке, курении, бессмысленном и пагубном переваривании такого огромного количества мяса животных, если столько прекрасного растительного создано специально для питания человека? Вот ты питайся своим растительным, если оно тебе нравится, а ко мне не лезь. Для нас удовольствие многим доставляет курить, пить, за столом хорошим посидеть. Принято так у нас, понимаешь? Принято. Но все, что ты назвал, плохо и пагубно. Плохо, пагубно, если гости ко мне на торжество придут, за стол сядут, а я им: вот, орешков погрузите, яблочко скушайте, водички попейте и не курите. Вот тогда будет плохо. Разве самое главное, когда с друзьями собираешься, за стол сразу садиться, пить, есть и курить? Главное или нет, неважно, так принято во всем мире, всеми людьми. В некоторых странах даже блюдо есть, как бы ритуальное, индейка, например, жареная. Не всеми людьми и в вашем мире это принимается. Пусть не всеми, но я-то живу среди нормальных. Почему ты считаешь окружающих тебя наиболее нормальными? Потому что их большинство. Это недостаточный аргумент. Для тебя недостаточный, потому что тебе объяснить невозможно. Злость на Анастасию стала проходить. Я вспомнил, что слышал о лекарственных препаратах, о врачах-сексопатологах и подумал, если она как-то навредила мне, то врачи смогут исправить положение. И сказал: ладно, Анастасия, договоримся так. Я на тебя больше не злюсь. За прекрасную ночь тебе спасибо. Только ты больше сама не избавляй меня от моих привычек. А с сексом я поправлю дело с помощью наших врачей и современных лекарств. Пойдем купаться. Я направился к озеру, любуясь утренним лесом. Снова стало возвращаться хорошее настроение. А она, на тебе, идет сзади и говорит: не помогут теперь тебе лекарства и врачи. Чтобы вернуть все, как было, им необходимо будет стереть из твоей памяти происшедшее и то, что ты чувствовал. Я, опешив, остановился. Тогда ты все верни. И я не могу. Снова чувство бешеной ярости и одновременно страха овладело мной. Ты, ты и наглая, вмешиваешься и коверкаешь мою жизнь. Значит,
гадости делать ты можешь, а как исправить не могу. Я не делала никаких гадостей, ты ведь так хотел сына, но прошло немало лет, а сына у тебя нет, и никакая женщина из твоей жизни уже не родила бы тебе сына. Я тоже захотела от тебя ребенка, и тоже сына, а я могу. Так почему же ты заранее беспокоишься, что тебе будет плохо? Может быть, ты еще поймешь? Не бойся меня, пожалуйста, Владимир. Я совершенно не вмешиваюсь в твою психику. Это само произошло. Ты получил то, что хотел. Еще мне очень сильно хотелось бы избавить тебя от хотя бы одного смертного греха. Какого это? Гордыни. Странная ты философия твоя и образ жизни нечеловеческие. Что же во мне нечеловеческого такого, пугающего тебя? В лесу живешь одна, с растениями общаешься, с зверями. Никто у нас даже приближенно так не живет. Как так, Владимир, почему же? Взволнованно заговорила Анастасия. А дачники, они тоже с растениями и животными общаются, только пока неосознанно. Но потом они поймут, многие уже понимать начинают. Ну, надо же, дачница она, а луч этот твой. Книг не читаешь, но знаешь много. Мистика какая-то. Я все постараюсь объяснить тебе, Владимир, только не сразу. Я стараюсь, но слов не могу подобрать подходящих, понятных. Поверь, пожалуйста, все, что я делаю, присуще человеку. Ему это изначально дано в первоистоках, и каждый так смог бы, и все равно люди вернутся к первоистокам. Это постепенно будет происходить, когда светлые силы победят. А концерт твой всеми голосами пела, моих любимых певцов изображала, да еще в последовательности, как на видеокассете моей. Так получилось, Владимир. Я однажды видела эту кассету. Я расскажу потом, как это произошло. И что же, запомнила сразу слова и мелодии всех песен? Запомнила. Что ж в этом сложного, мистического? Ой, что же я наговорила, напоказывала. Ты испугался меня, и я, наверное, бестолковая и несдержанная. Меня дедушка так однажды назвал. Я думала, он любя, а я и вправду несдержанная, наверное. Пожалуйста, Владимир. Анастасия говорила по-человечески взволнованно, и, наверное, поэтому страх к ней почти прошел. Мысль о сыне заполняла все чувства. «Да не боюсь я уже, только будь посдержаннее. Вот и дедушка тебе это говорил». «Да, и дедушка, а я все говорю, так сильно хочется сказать все. Болтушка я, да? Но я постараюсь, я очень буду стараться быть сдержанной. Говорит, постараюсь только понятное. Так значит, ты скоро родишь, Анастасия? Конечно, только не вовремя это будет. Как не вовремя? Нужно непременно летом, когда природа помогает выненчить.
Зачем же ты решилась, если это так рискованно для тебя и ребенка? Не беспокойся, Владимир, по крайней мере, сын будет жить. А ты? И я постараюсь выдержать до весны, а там все нормализуется. Анастасия сказала это без тени грусти или страха за свою жизнь. Потом она разбежалась и прыгнула в воду небольшого озерца. Блестящие на солнце брызги воды взлетели, словно фейерверк, и опустились на чистую и ровную гладь озера. Секунд через 30 ее тело медленно стало появляться на поверхности. Она лежала на воде, раскинув руки ладонями вверх и улыбалась. Я стоял на берегу, смотрел на нее и думал, услышит ли Белочка щелчок ее пальцев, когда она будет лежать с младенцем в одном из своих укрытий. Поможет ли ей кто-нибудь из ее четвероногих друзей? Хватит ли тепла ее тела, чтобы обогреть малыша? Если мое тело будет остывать, и ребенку нечего будет есть, он заплачет, тихо сказала вышедшая из воды Анастасия. Его недовольный крик может разбудить предвесеннюю природу или счастье ее, и тогда все будет хорошо. Они его вынянчат. Ты читала мои мысли? Нет, я предполагала, что ты об этом думаешь. Это же естественно. Анастасия, ты говорила, что на соседних участках живут твои родственники. Они могли бы тебе помочь? Они очень заняты, и их нельзя отрывать от дел. Чем, Анастасия, они заняты? Что же делаешь ты целыми днями, если фактически тебя полностью обслуживает окружающая природа? Я занимаюсь и стараюсь помочь людям вашего мира, которых вы называете дачниками или садоводами.